Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. И хочу в первую очередь поблагодарить вас всех за отклик на дорогу Савелию и Рябушке. Нам удалось собрать и уже даже отправить этих счастливчиков в Европу на пристройство. Здесь бы они сидели еще 100 лет на передержках, а теперь едут в пути. Буду держать вас в курсе, как у них сложится судьба, друзья. Спасибо вам большое. Но уехали не только они, но и еще заодно смогла посадить в машину одного подростка Арчи, которого спасла недавно в черте Москвы. Вот конкретное предательство произошло с ним. Около месяца назад его просто выставила семья за порог из подъезда. Был домашним, с ним гуляли, стал неугодным, сказали соседи. Далеко не уходил, некуда ему идти, ведь знал он только один свой подъезд. Как страшно оказаться на улице, одинешеньким. Пожалела я его, забрала. Хоть и не на что, хоть и тяжело их всех тянуть. Ему от роду-то месяцев 5-6, совсем ребенок. Я очень просила за него наших ответственных коллег-волонтеров в Европе взять, забрать, ведь жить ему здесь негде, точнее не на что. У меня таких немало, поэтому просила хотя бы за него, чтоб забрали. И вот он тоже в пути. Пусть все у вас сложится, малыши, а иначе зачем столько труда вложено в ваше спасение? Иначе и быть не может. Пожелаем им удачи. Друзья, хочу рассказать вам одну историю одной семьи и их животных, 2 кошечек и собаки. Мать пенсионерка, вся больная, постоянно в больницах, обессиленная и плачущая, и ее возрастной сынок, алкоголик, пьющий до белой горячки. Летом, когда мать была в больнице, еле живая, сынок и его узбекская сожительница выкинули кота с 5-го этажа. От собаки также планировали избавиться. В общем, бабушка очень сильно переживает и плачет, переживает за собаку, потому что, как сделали они с котами, выкинули с 5-го этажа кота. Я сейчас его несколько дней не вижу, не знаю даже, живой он или нет. И кошка на улице орет, ко всем пристает. Очень страшно за собаку, потому что, не дай бог, у нас у всех мысли такие, что она может рвануть, вот эта женщина, а его обманет и скажет, что она от старости. Там опасно быть собаке. Нужна прям срочная помощь, и это действительно серьезно. А старая мать, что в больницах, ее век и так недолог. Собака, а зовут ее Герда, прожила свои 8 лет с пенсионеркой. Заботилась она как могла, кормила тем, что сама имела. Иногда сосиской баловала, замечу, баловала. И была она, эта женщина, как защита у собаки Герды. Но возраст и болячки делают свое дело. Обессилила женщина, заболела вовсе. Крепну. Надеюсь, в итоге, дай Бог здоровья, не покидают меня. И подкармливают меня, и приходят. Глазки такие прям. Да, есть добрые люди. Вот, села барыня. Не защитит она больше свою Герду. Соседи постоянно слышали плач и скулёж собаки за дверью и помочь не могли. Или он ее бил за то, что собака просится гулять. Ведь она умная, не привыкла справлять нужду дома, но и терпеть не могла неделями. В общем, узнав эту всю историю в подробностях, не смогла я пройти мимо. Знаю, что в таких случаях собака не дождется отклика сочувствующих. Соседи только охали и на словах переживали. А значит, собака в любой момент вылетит с 5-го этажа. Нет, мое воображение уже гнало в ту сторону такси.
Не могла я этого допустить. Спасать, быстрее спасать. Хотя мозгами понимала, беру еще одну обузу на себя. Ведь у меня нет на нее средства. Собака домашняя, не привыкла к стайному содержанию. Она просто боится лая собак. Но у меня нет других передержек. Так оно и вышло. В большом страхе, с напуганными глазами, она прожила у меня на передержке 5 дней, а я судорожно искала ей что-то другое, где меньше собак, где будет ей хорошо. Тихо-тихо. Вот сейчас отвесилась. Сейчас она уже пописала. Держите. Не бойся, хорошая, теперь плохого никто. Все, ты Не умница. бойся, хорошая. Все, правда, всегда. скажи, предали вы меня, отвезли куда-то, да? Что еще кошечка Она твоя на рядом измене. сидит? Умненько, не бойся. На измене. Не бойся. На измене, да. Куда меня везут? Куда вы меня отвозите, да? Собака слезы. Не бойся, хорошая собака. И я нашла. Но проживание вместе с кормом стоит 9000. Оно того стоит, друзья. И вот я снова прошу вашей помощи. Пожалуйста, отзовитесь. Я, конечно же, не справляюсь. И не задавайте мне вопрос, зачем я ее спасла. Спасла, потому что она маленький, добрый, невинный, умный человечек. Спасла, потому что ее судьба там была предрешена. А также я забрала на платную передержку и того самого кота, который был выброшен с 5-го этажа и чудом выживший, приземлившись на кусты. Ты хорошая какая! Девочка Лапочка! мужчин боится. Мужчин боишься? Молодец, иди сюда. Ой, как Роман, скажи, смелый сон. А я не мужчина. Со мной не будешь? Да не бойся. Иди ко мне, моя хорошка. Иди ко мне. Вам пойдет. Сейчас, ложи. Я вот тогда привозил, тут Тимур. меня шарахался. Сейчас я ее поглажу. Вот какой она. Прям на нервной почве вот как лезет, Сюда лезет. встать. Ты моя хорошенькая. А у него сильнейший стресс. Ага. Все, он дал водички и ушел. Не бойся. Умница, умница. Пей водичку, пей. Не бойся. Он плачет, ребенок. Слезы текут прям сейчас на брилу, прям на брилю капнула слеза. Господи. И смотрит глазенками. Глазенки такие многоговорящие, с поволокой. Моя зайка. Вот такие перемены у девочки в среднем возрасте происходят. Лишиться хозяйки любимой. А дядек боимся, потому что дядька обижал. Сын хозяйки привел сожительницу, а та стала выкидывать животных с 5-го этажа. Поэтому у девочки Гердочки тоже перемены. Вот мы сколько шерсти сейчас вычесали, да, из тебя? Ты ко мне жмешься. Ай, ты моя хорошая. К тете можно, да? К тете можно, да. А дядек лучше избегать. Вон у тебя, видишь, слезы текут. Ты пока ехала, у тебя текли слезы. Ну, не надо, не надо. И тут слезоньки текли. Вон тебе слезки текут. Не бойся, моя зайка. Сейчас еще тебя повычесываю и поедем на передержку. Ну, зайка ты моя. Ну, не бойся, не бойся. Никто тебя не обижит. Ты с 5-го этажа, тебя теперь никто точно не выкинет. Дай лапку. Я знаю, что ты давала лапку. Вот мои, ой, коготочки надо Крюгера заостричь. Иди, моя девочка. Ну, не бойся, не бойся. Никто тебя не обижит. Ты с 5-го этажа, тебя теперь никто точно не выкинет. Ой. Вон мы едем. Передых у нас здесь. Едем дальше. Прививочки поставили. Все у нас теперь хорошо. Не бойся. Давай доверять людям теперь. Ты в надежных руках. Люди, как хорошо, что мы с вами есть у этих многих беззащитных. Как многих мы спасали все эти годы, и в тяжелые времена тоже. Без вас бы не было им подарено много жизней. Их слишком много, чтобы в одиночку спасать сотни и тысячи. Когда вы помогаете на тему «Кому нужнее», то в экстренной ситуации я могу быстро отреагировать и, значит, спасти жизнь. Но когда помощь падает в разы,
то не на что даже послать такси за погибающим, не говоря уже о корме и содержании. Люди, пока мы живы, давайте будем милосердны, давайте оставаться людьми. Мы же не можем изменить себя. Пожалуйста, помогайте. Без вас им не выжить.